Министр иностранных дел лично встретил каждого журналиста, всем вручил цветы и поприветствовал. Но такой теплый неформальный прием все равно не уберег его от каверзных вопросов. Хотя начался пресс-завтрак с милых вопросов о распорядке дня министра. Как выяснилось, Инна Лардзенба утром делает зарядку и читает китайских философов. Где-то, наверное, в 7 утра я встаю, может быть, даже раньше. Делаю физические упражнения. Потом обязательно что-то читаю, не связанное с политикой. Я очень люблю читать китайскую философию, я читаю практически каждый день. Это очень так одухотворяет, отвлекает и помогает, мне кажется, сконцентрироваться. Моя любимая книга — это, наверное, Дао. Дао — это Лао Цзы, очень сильное произведение, я вот его как раз очень часто читаю. Инна Лардзенба признался, что прожил большую часть сознательной жизни в Москве, и ритм жизни российской столицы ему намного ближе. Но, по словам министра, в Абхазии он видит больше простор для деятельности. Наверное, больше мотивации у меня здесь что-то изменить в лучшую сторону, потому что Россия большая, там много людей, а у нас очень много проблем и много чего нужно поменять. Всем понятно, что наша страна нуждается, конечно, в серьезном изменении, в прогрессе, в реформах. Несмотря на неформальный формат встречи, журналистов все же больше интересуют политические темы, а особенно будущее переговорного процесса. По словам Лардзенбы, женевские дискуссии давно себя изжили и не могут считаться переговорами на нейтральной стороне. Кроме эффективности переговорной, то есть неспособности, невозможности достижения компромисса с грузинами на данном этапе, мы понимаем, что это очень сложно. Но помимо этого существуют организационно-технические вопросы организации этой переговорной площадки. Значит, Женева не является нейтральным местом, и мы не можем его считать нейтральным местом. Местом, где обеспечиваются равные права для всех участников переговорного процесса. Этого, к сожалению, нет. Поэтому мы в обсуждении с нашими российскими коллегами, с белорусскими коллегами, мы размышляли на эту тему. Мы считаем, что все-таки было бы правильно с точки зрения защиты национальных интересов Республики Абхазия, было бы правильно найти другие локации. Нейтральной площадкой Инна Лардзенба считает Минск, хотя, как сам и признается, он почти уверен в том, что не все стороны переговорного процесса согласятся встречаться в Беларуси. Пока в таком, можно сказать, телефонном режиме, но постепенно мы должны выкристаллизовывать какую-то правильную концепцию. Повторюсь, мы хотим, чтобы нас уважали, мы хотим, чтобы наше мнение слышали. И те шаги, которые мы предприняли, они способствуют постепенно тому, чтобы сопредседатели не манипулировали нами. Но представьте, вот люди 4 или 5 раз переносят дискуссии, не согласованно с нами, меняют повестку, меняют какие-то тезисы, субстантивную часть переговоров. Затем они нам звонят и говорят: а мы хотели бы к вам приехать, чтобы пообщаться. У меня как бы логический вопрос: а что вы хотите со мной здесь обсуждать у нас на родине? Вы давайте согласуем позиции наши по международной составляющей. Вот, поэтому наши меры, они достаточно такие жесткие, но они оправданы и аргументированы тем, как они себя ведут по отношению к нам. На вопрос журналистов, можно ли считать Минск нейтральной площадкой, учитывая, что Беларусь – член союзного государства с Россией, а по версии Грузии и западных стран мы – оккупированная Россией территория. И будет ли Абхазия представлена как самостоятельный, полноценный член переговорного процесса? Инна Лардзенба ответил, что в Минске шансов защитить свои интересы будет больше. И для наших интересов для их продвижения более эффективного Минск является более эффективной площадкой. Как вы правильно заметили, Минск находится в союзнических отношениях с Российской Федерацией. Мы находимся в союзнических отношениях с Российской Федерацией тоже. И у нас на самом деле очень добрые дружеские связи с белорусами. И нам, конечно, было бы выгоднее находиться в Минске. Западные руководители дипломатических ведомств, руководители даже спецслужб приезжают в Минск и ведут переговоры с Александром Григорьевичем. Это, на мой взгляд, показатель того, что Минск может стать вот именно тем местом, где мы нащупаем этот баланс. Не факт, что мы его нащупаем, но
На мой взгляд, такая инициатива, она абсолютно уместна, и она соответствует национальным интересам нашего государства. Но в настоящий момент, кроме разговоров о намерении организовать Минский переговорный механизм, ничего нет. И на повестке женевские дискуссии и подготовка к ним. А на фоне этого борьба с антироссийскими настроениями. По словам Ардзинова, в Абхазии они есть, в основном в Гальском районе и Инстаграме. Если мы возьмем Галский район нашего государства и изучим то, что там происходит, то мы поймем, что антироссийские настроения в нашей стране безусловно есть. Безусловно есть. Если мы изучим определенные сегменты социальных сетей, вот наши коллеги здесь присутствующие, вот Миланы, две очаровательные Миланы, они изучали определенные сегменты работы Инстаграма, и там обнаружено такое количество заявлений разных от нашей молодежи, скажем, может быть, там 16-15 лет, может быть, даже еще моложе. И там разного рода информация, ну, такая, несколько, я бы сказал, по отношению к Российской Федерации, ну, не самая объективная. Я думаю, что после, скажем, рассмотрения вопроса по Пицунде могло сформироваться у наших некоторых молодых людей представление какое-то неправильное, например, по Российской Федерации. Там же есть движение Гарах Пицунда, и там вот некоторые ребята, мне кажется, с ними надо пообщаться, вот, чтобы была объективность в восприятии Российской Федерации. Все-таки Российская Федерация оказывает нам огромную поддержку, и писать какие-то комментарии, там, что там была граница закрыта, или что-то там неправильно работает, или еще что-то. Много вопросов к каналу Ардзинова было и в связи с увольнением Татьяны Гуля из посольства Абхазии в России. По словам министра, ситуация не совсем такая, как ее преподнесла ветеран дипломатической службы. Мы предложили Татьяне Георгиевне заниматься культурным направлением в посольстве, она на это согласилась. Вот. Мною подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. Вот. И, наверное, через 1,5 месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным образом, честно говоря, для нас опубликовала такой текст. Мы, честно говоря, несколько были удивлены все. Вот. Но наше предложение остается в силе. Мы с полным пониманием к ее заслугам предложили заниматься направлением культуры с точки зрения информации, информационных технологий. Это то направление, которым занималась Татьяна Георгиевна. Все-таки там нужны серьезные изменения. Как утверждает министр иностранных дел, в посольстве должны работать энергичные, образованные и квалифицированные люди. Их работа должна приносить ощутимый эффект. Они обязательно должны владеть иностранными языками. Мы уже разработали законопроект о дипломатической службе. Он согласуется с ведомствами в кабинете министров, будет направлен в порядке законодательной инициативы президента в парламент в ближайшее время. Там заложены механизмы ротации. Например, посол не может занимать должность свою более 10 лет. Каждый сотрудник посольства будет сдавать нам ежеквартальные отчеты. В конце года мы смотрим на эффективность его работы, и уже мы сами можем либо продлевать ему контракт, либо не продлевать. Но на главу посольства, по словам министра, требования, которые предъявляются к сотрудникам ведомства, могут и не распространяться. Посла назначает президент, исходя из своих соображений. Что касается руководства, руководящего состава, конечно, здесь задает и принимает решение глава государства. Глава государства подписал указ о назначении. Конечно, что я согласован, не должен со мной, он меня проинформировал. Журналистам удалось обсудить много достаточно щекотливых тем, и разговор действительно получился неформальным. Причем неформальным настолько, что часть обсуждаемого, как выражаются на телевидении, было не для камеры. Но главное, что разошлись участники пресс-завтрака с хорошим настроением и желанием встречаться с министром чаще. Марьяна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ.